Ингушский кулибин Магомед Амирханов задался целью создать свой картинг-клуб. Это популярный вид спорта, родом он из Америки. Он дал миру много великих гонщиков, да и среди обывателей быстрая езда с ветерком в отведенной для этого территории пользуется популярностью. Как планирует Магомед воплощать в жизнь свою идею и что он уже для этого делает, сейчас узнаем. На часах раннее утро, а Магомед Амирханов уже в своей мастерской. Со своим младшим сыном Джамалом он модернизирует очередной мини-автомобиль. Картинг для семьи Амирхановых не просто развлечение. Любимому делу здесь посвящается почти все свободное время. Такая любовь к машинам и скоростной езде у Магомеда неспроста. Сам, когда я еще был подросток, я занимался картингом очень серьезно. Был бронзовым призером чемпионата СССР по картингу. И я понимаю, что это такое. То есть не со стороны, а изнутри. У нас в республике, насколько я знаю, нет спортивно-технических секций. Молодежь, когда она ничем не заинтересована, то ничего хорошего ни в их будущем, ни в нашем будущем нет. Какая-то часть молодежи занимается силовыми видами спорта, ну и практически больше ничего. Вот. И мы хотим просто охватить ту часть ребят, ту часть подростков, которым интересна техническая часть, технические виды спорта, которым интересны автомобили. Картинг – это мини-автомобиль, больше напоминающий гоночный болид, чем обычную машину. Всего в распоряжении Магомеда 6 картингов. Каждый из них был сконструирован и доработан вручную. Это не тот вид спорта, где ты покупаешь инвентарь и на нем ездишь. То есть ребята мы должны покупать шасси, например, потому что шасси изготовить ты сам не можешь. Покупаешь какую-то основу основу двигателя, на которой ты уже, на этой основе ты создаешь уже спортивный двигатель. И вот этому обучают этих ребят, создавать спортивные двигатели, строить спортивные машины и так далее. Вот. Этот картинг был полностью разобран до рамы, да, потому что когда мы их покупали, они все были в очень ужасном состоянии, и мы их сейчас стараемся за свои средства привести в порядок. Все как у больших авто, только колеса маленькие и очень широкие. Сделано это для хорошего сцепления с трассой, а мотор с 6 лошадиными силами обеспечивает быстрый старт и приличную скорость на протяжении всей дистанции. Сын Магомеда Джамал, несмотря на свой юный возраст, уже достаточно опытный водитель. Помимо хорошей езды, отец обучил его и автомастерскому делу. Джамал отлично разбирается в конструкции не только картингов, но и любых автомобилей. Закончив модернизацию сегодняшнего мини-авто, самое время испытать его на асфальте. Скорость и маневренность и вправду впечатляет. Джамал искусно владеет реакцией и, как говорят профессиональные гонщики, чувствует автомобиль. Просто мне нравится ездить там на машинах, ремонтировать их с отцом. А пока из-за возраста, так как я не могу на настоящих автомобилях, вот на картингах езжу тоже, в принципе, быстрые, тоже можно ремонтировать. По-твоему, получается у тебя вот это дело? Ну, по-моему, да. Вроде бы нормально, это не особо сложно. Многие смогли бы так тоже. На своем хобби Магомед мог бы зарабатывать приличные деньги, сдавая картинги в аренду. Однако цель Магомеда более масштабная. Он хочет обучать людей этому спорту, попутно популяризировав это дело в нашем регионе. Самых важных целей, которые мы ставим перед собой, это вовлечение ребят с УВЗ, да, то есть, грубо говоря, ребят-инвалидов, которые могли бы заниматься этим спортом. Мы хотим перевести часть картинга на ручное управление, чтобы они могли ездить. Вот. И чем отличается школа, спортшкола от просто прокатной деятельности, когда человек пришел, там, заплатил и катается сколько хочет, да? Во-первых, в школе полностью теоретическая часть дается знаний. Ребята получают знания, как чинить, как обслуживать, как ремонтировать двигатели внутреннего сгорания, автомобильные, мотоциклетные, картинги, все что угодно. Для полноценной спортивной школы у Магомеда есть все необходимое оборудование. Осталось найти подходящую площадку и подготовить ее к скоростной езде. Работы еще много, однако у Магомеда есть все необходимое, чтобы преуспеть. Идрис Ижиев, Адам Далаков, Новости 24.